Правительство Китая не опровергло документы, в которых содержатся доказательства репрессивной политики Пекина в отношении Восточного Туркестана и нарушений прав уйгуров и других мусульман региона. Тем не менее, Министерство иностранных дел Китая заявило, что новость New York Times не соответствует действительности. Недавно секретные документы китайской администрации, состоящие из 400 страниц, просочились в прессу и вызвали негодование мирового сообщества. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу опубликовал информацию о внешней политике страны по вопросу тюрков и прокомментировал последние изменения в отношениях Анкары с Вашингтоном, Россией и Китаем. «Мы придаем большое значение уйгурам, их проживанию в мире и процветании, соблюдению их прав, а также защите их религиозных свобод и культурной самобытности. Мы держим эти вопросы на повестке дня во время встреч с китайскими чиновниками. Также переговоры с Пекином относительно условий и плана поездки в регион продолжаются», заявил Чавушоглу. Делегаты Восточно-Туркестанской ассоциации просвещения и солидарности посетили информационный центр Восточного Туркестана, расположенного в германском городе Дюйсбург. Руководитель Ассоциации просвещения и солидарности Хидаят Огузхан обсудил с главой информационного центра Абдуджалилом Каракашем положение Восточного Туркестана. Огузхан выразил свою благодарность Каракашу, который первым начал развивать информационно-медийную службу среди диаспоры. Министерство иностранных дел Китая заявило, что полностью поддерживает администрацию и полицию Гонконга, стремящихся исполнить законы особого административного округа. На внеплановой пресс-конференции, прошедшей в Пекине, официальный представитель Министерства иностранных дел Ген Шуан выступил с заявлением о демонстрациях в Гонконге. Центральное правительство Китая решительно поддерживает администрацию Кэрри Лэм и полицию Гонконга, стремящихся исполнить нормы закона, заявил Шуан и подчеркнул важность проявления решимости в рамках осуществления политики «Одна страна, две системы». Подразделения альпинистов вооруженных сил Казахстана и Узбекистана провели совместные учения. Согласно информации пресс-службы Министерства обороны Республики Казахстан, в учениях, проводимых в узбекском регионе Фариш, приняли участие сотрудники Казахстанского учебного центра альпинизма. Военные чиновники двух стран отметили, что учения расширили опыт военного сотрудничества между соседями. Стало известно, что и в прошлом году военные Казахстана и Узбекистана проводили учения в Фарише. Главный советник Министерства иностранных дел Северной Кореи Ким Кай Гуан заявил, что для продолжения ядерных переговоров Вашингтон должен отказаться от вражеской позиции в отношении Пхеньяна. В свою очередь, вчера президент США опубликовал в Твиттере следующие строки: «Вы должны поторопиться для заключения сделки. До скорой встречи».